можно уже. Алло, танцуй, бузовая, под эту новую музыку. Музыка ворвется, улыбнись незнакомцу, выглянет солнце, и что-то это начнется. В юбке и в джинсах, на каблуках спрос, как ты одет, никто здесь не спросит. Открой свою душу, выйди наружу, с танцами в жизни никто и не нужен. Танцуй, открой все тайны свои, танцуй, за собой веди, танцуй, и назад не смотри, танцуй. Дай мне руку свою, и пойдем на танцпол, до рассвета танцуй, Дензелайт Алон. Дай мне руку свою, и пойдем на танцпол, до рассвета танцуй, Дензелайт Алон. Открой все тайны свои, танцуй, за собой веди, танцуй, и назад не смотри, Добрый вечер, дорогие телезрители. Мы рады приветствовать вас на нашем проекте «Танцуй», который стартовал 2 февраля в прошлое воскресенье. И сегодня с вами на телеканале Якутия-24 сногсшибательная Ольга Климова. И очаровательный Максим Эверстав. Итак, на прошлой передаче мы познакомились с нашими конкурсантами. Пара у нас состоит из участника и из профессионального хореографа. Да, тема была произвольная, но участники показали все, на что они способны, и приберегли пару секретов на сегодняшнюю передачу. Сегодняшняя тема – бальные танцы. На подготовку наших конкурсантов ушла только 1 неделя, но они уже готовы продемонстрировать вам свое мастерство и искусство бального танца. Давайте же поприветствуем участников 3-го сезона проекта «Танцуй». Встречаем пара под номером 1 Дмитрий Шаталов и Люана. Пара под номером 2 Ирина Рассейкина и Афанасий Калачев. Пара под номером 3 Вероника Тамтосова и Вячеслав Ефимов. 4-я пара Рональд Амока и Розалия Волкова. Пара под номером 5 Айталина Яковлева и Альберт Никитин. 6-я пара Алексей Баев и Анжелика Данилова. Позвольте также представить вам членов жюри, которые сегодня прокомментируют и дадут оценки всем танцорам. Аина Герасимова, председатель жюри. Отличник культуры Республики Саха-Якутия, руководитель хореографической студии «Пируэт», хореограф, постановщик конкурсов «Мисс Виртуальная Якутия» и «Мисс Республики Саха-Якутия». Павел Необутов, заслуженный артист Республики Саха-Якутия, артист балета Государственного театра оперы и балета имени Саурона Малона. Леонид Анциферов, отличник культуры Республики Саха-Якутия, солист Государственной филармонии Якутии имени Галины Кривошапко. А также Дмитрий Никитин, тренер по спортивно-бальным танцам, судья 3-й спортивной категории. Оля, насколько тебе близки бальные танцы? Для меня это вообще темный лес. А ты в них разбираешься? Максим, я не просто разбираюсь в бальных танцах, я безумно люблю этот замечательный вид спорта, ведь это очень красиво. Бальные танцы сочетают в себе красоту, грацию, искусство, музыкальность и, конечно же, физическую силу. Да, я думаю, нас сегодня ждет искрометная программа и будет жарко. Да, Максим, так и будет. Давайте же мы посмотрим, что нам подготовила наша первая пара, которая сейчас выступит перед вами и, конечно, продемонстрирует свой номер. Итак, встречаем Дмитрий Шаталов и Люана. Давайте подарим аплодисменты нашим конкурсантам. Прошу. Для первого выступления на сцене, для первого выступления в танцах, я думаю, что выступление очень хорошее. Да, он тебя очень хорошо показал.
Я как хореограф, его, получается, он только-только пришел, никаких движений не знает. Выполнял все только на своей ответственности. Номер получился, я считаю. Номер был смешанный, поэтому он молодец. Я думаю, что мы показали достаточно. Задумка была в том, что мы показываем свой премьерный номер. Мы на премьере, мы в вечерних нарядах, мы на красной дорожке, мы звезды. Ага. И при этом мы показываем свои направления. То есть он со стороны фитнеса, получается, у него были силовые элементы. Ну и танец. Танец был смешанный, типа дэнс-холла. И вот немножко грации, такой латины. Ну, ощущения такие были волнительные, на самом деле, вот еще раз повторюсь, да. Но когда начался сам танец, когда вот мы уже начали танцевать вместе, в паре, и как-то успокоился я. Уже больше, да, больше уверенности началось, как бы тык-тык. Ну и вот еще хотел бы сказать, что улыбаться мне очень тяжело. Потому что, опять же, в своем спорте я никогда не улыбался, а здесь, да, здесь нужно улыбаться. Вот. Это очень интересный опыт. Да, это действительно опыт. Особенно я сам спортсмен, всю жизнь занимаюсь спортом, да, и раньше я выступал, ну, по боксу, да, кандидат в мастера спорта, и когда я выходил в ринг, были вот такие эмоции, волнения, и я пережил то же самое, что переживал там. Прям очень идентичное переживание, да. И это как спорт, танцы это реально как спорт, и я уже скинул 2 килограмма за нашу подготовку, да. Я ему говорила, зачем тогда ты тренируешь? Говори всем, приходи на танцы. Безусловно, Альберт Никитин, он профессионал своего дела, он не первый раз на проекте, он знает все, что зачем идет и как должно быть. У него в основном парные направления, потому что, ну, у него есть же коллектив-группа своя. И Айталина, безусловно, очень способная, да, мы видели ее акроэлементы. Поэтому, конечно, безусловно, они есть сильная пара. Это известно всем. Афанасий тоже был неплохо, мне понравился. Да, очень энергичный, да? Да, для своих лет он очень классно выглядит. Все участники хорошие, всем желаем удачи, но победим мы. Сейчас у нас бальный, совершенно другой образ. Нам досталась самбо. Кому не скажу, все говорят, самое сложное. Это самый сложный. Но нашему нетанцующему человеку, тем более мне, я танцующий человек, но бальная тема – это совершенно отдельная. Она никак не касается обычных танцоров, хореографов, которые выпускаются, потому что они уже в своем мире. То есть в бальное идешь уже с детства. Ты должен быть поставленный. Это профессиональный вид спорта. А мы к нему никак не относимся. Поэтому для меня это очень сложно. А вот для Дмитрия я даже не представляю еще насколько. Поэтому мы очень плакать не хотим. Но мы постараемся что-то показать, уровень 0, поэтому очень надеемся, что вы не будете слишком критически относиться. Да, мы постараемся, конечно, что делать?
from the inside. Heartbeat on time. Electro, electro is the rhythm. Michael and James, they can't get no better. Funkin' on time, electro, electro, make you feel fine. Open your mind, feel it from the inside. Heartbeat on time, electro, electro is the rhythm. Michael and James, they can't get no better. Дайте еще аплодисментов, дорогие друзья, нашей паре. Замечательный, зажигательный латиноамериканский танец самбо. Ну а сейчас мы узнаем, как же прокомментирует этот замечательный танец наши члены жюри. Прошу, Леонид. Прошлый танец был как бы началом этого пути. Я вижу, что прогресс прямо налицо у участников. Про Лиану я вообще ничего говорить и не хочу. Все вообще прекрасно, идеально. Дмитрий очень хорошо продвинулся. Вот. Улыбается. Потом вот поддержки у нас тут вообще в жюри вызвали овацию небольшую, да. Очень красивый номер. Спасибо. Спасибо огромное. Что у нас скажет Аина? Всех поздравляю со вторым туром, с бальной программой. Бальная программа, бальные танцы – одни из самых сложных танцев. Дмитрий, вы большой молодец. Вы исполнили танец самбо. Он является одним из динамичных танцев латиноамериканской программы. Здесь мы увидели энергию танца, увидели динамику танца. Не хватает базы, да? Базовых движений самбо нет. Но вы вывезли харизмой. Реально харизмой. Дмитрий очень физически, как я говорила в тот раз, сильный, поэтому вы молодцы, сделали очень много поддержек, что очень похвально. Дмитрий Лиану просто поднимает как перышку, как пушинку. Это очень красиво смотрится. Был элемент шоу, то, что вы вышли в плаще, потом показали весь свой шикарный костюм нашей шикарной Лианы партнерши. Единственный момент, хочу сказать всем хореографам на будущее, чтобы следили за костюмом, то есть за элементами, даже мелкими деталями. То есть сейчас мы заметили, да, платье застряло за крест партнера. То есть в следующий раз я всем парам рекомендую перед тем, как выйти на паркет, обязательно проверить в полном образе, в полном костюме свой танец. А так вы молодцы, Лиана и Дмитрий. Дмитрий, я просто надеюсь, что вы становитесь лучше. И я надеюсь, что это еще не предел. Молодцы. Спасибо огромное Аине. Ну а сейчас мы послушаем, что расскажет Павел. Прошу. Да, всем добрый день, здравствуйте. Я тоже хотел отметить прогресс Дмитрия. Мне тоже очень понравилось. Похвалю вас за поддержки. Очень интересно, хорошо у вас это получилось. Тоже уже Аина все сказала, что вот крест мне с самого начала, я думал, зачем он с ним... У меня как бы не сочетался крест с самбой, с самим танцем. Как бы параллели с этим я не смог провести, поэтому зачем там... Ну, образ такого брутала, наверное, вам идет, поэтому вы, наверное, это хотели как-то использовать, да?
Также, ну, немножечко меня отвлекало то, что у вас нет вот, ну, настоящей бальной обуви. Это, наверное, придало бы вам немножко другого опломба. Вы по-другому уже держали бы, наверное, спину. И вот таких вот качающихся движений, но ввиду того, что у вас нет, конечно, подготовки, вот этих вот плавных качающихся движений, это не хватает. Вот как вот Аина уже сказала, база. Ну а так в целом прогресс, конечно, налицо. Вы молодец, работайте дальше, не сдавайтесь. Удачи вам. Спасибо огромное, Павлу. Давайте послушаем комментарии Дмитрия. Добрый вечер всем. Ну, самбо – это, так скажем, самый первый латиноамериканской программе танец, да, и он самый сложный на самом деле, да, очень непростой. Вот, но самбо, конечно, вот этого баунса был, но минимальный. Если бы вы использовали больше этого, да, вот как вот в музыке вот эти вот удары идут, 1-2, да, было бы поинтереснее, и вы бы почувствовали вот это вот раскачивающееся в бедрах и коленях действие. Вот, понравилось то, что вы заполнили всю площадку, на самом деле, да, как вот сказали коллеги, танец самбо динамичный танец, танцуется по кругу, вот, это все было. Но мне вот интересно, ну вот костюм, да, вот чуть-чуть, ну не самбовский, наверное. Все-таки самбо это Бразилия, это карнавал, да, вот, и хотелось бы чего-то такого яркого. А так, да, брутальная внешность, ну и улыбка появляется у вас. Это здорово, молодец. Нужно еще больше развиваться. Молодцы. Спасибо Дмитрию. Ну что, дорогие наши, мы направляем вас к нашему Максиму, он уже вас ждет. Ребята, я вас жду здесь с нетерпением. Я согласен, проходите, я согласен в жюри, Дмитрий, Ильяна. Дмитрий, пожимаю тебе руку. Действительно видно прогресс, но никто не узнал, что Дмитрий в костюме. Все похвалили костюм Ильяны, действительно, ее актерскую игру. Я не ошибаюсь, это образ Доминика Торетто из франшизы «Форсаж». Верно? Да, все верно. Я поклонник фильма «Форсаж». Как мы знаем, Вин Дизель был из Бразилии. И вот такой образ, ну, правда, борода немножко лишняя. А так образ Вин Дизеля и Бразилия, самбо, все сочетается, вот этот крест, как бы. Все вот было создано вот с этим стилем. Чуть-чуть не доработали, может быть, но учтем все замечания и будем работать. И как и в франшизе «Форсаж» был острый момент, когда крест захватился, по-моему. Я это увидел, как зрители переживали, наверное, тоже, но вы вышли из положения. Люана, это волнительный был момент? Да, я сначала совсем не заметила, потом только по выражению лица было понятно, что мы дальше не можем крутиться. То есть эта каменная маска силы немного треснула, когда он увидел, что зацепилось. Но ты вышел из положения. Благодаря своей силе. Вы видели, как... Я хотел спросить, а где спортивный инвентарь? Но когда он тебя поднял и понес на себе, я понял. Я понял. Спортивный инвентарь. Сегодня ты смог это сделать. Скажи, как кардио можно использовать самбо? Как тренер, я знаю, что ты тренер. Сегодня было показано очень много, и не каждый смог бы так легко занять много места и так легко, практически поднял как пушинку Люану. И понятно, что для тебя может быть самбо как кардио, так или нет? Как я уже сказал в интервью, да, я за момент подготовки, то есть за 2 недели я скинул 2 килограмма. После самбо я уже скинул 3 килограмма. То есть у меня минус 1 килограмм. Как бы, и да, я бы рекомендовал заниматься танцами всем, кто хочет похудеть. Это очень эффективно. Люана, занимайтесь самбо. Самбо. Вопрос к тебе. Сложно было спортсмена, качка научить танцу самбо? Конечно, вообще танцевать тяжело научить, а самбо это вообще совсем другое. Это реально профессиональный вид спорта. То есть не каждый хореограф, не каждой музыкальной школе скажут вот класс хореографии. Давайте сегодня будем испанский, а завтра давайте будем бальный танцевать. Такого нет, это отдельная совсем школа. Мне было самой очень тяжело, да? А Дмитрий, наверное, просто он ничего не знает, поэтому... Но хорошим учеником можем его назвать? Конечно, можем. Да, конечно, неделя это мало.
неделя мало. Если бы нам дали еще больше времени, тут был бы и хороший и баунс, и все бы было. Но правильно, справедливо отметили наши судьи, что все больше артистизма мы видим. Мне кажется, когда-нибудь мы увидим прямо яркую улыбку Дмитрия. А то я уже вижу, как потихоньку эта маска силы, да, под воздействием Лианы и такого танца тает. Впереди нас ждет, я думаю, много интересного. Мы пожелаем вам еще больше химии в этой паре. Я не знаю, больше, не знаю, под ними пол проплавится, если будет еще больше химии. Но мы пожелаем им также радовать наших зрителей. Спасибо. Нашим спонсором и партнером является Капитал медицинское страхование. Здоровье – это бесценный ресурс, это основа всего и основа, самое главное, полноценной жизни. Полис ОМС – это бесплатная медицинская помощь по всей Российской Федерации. Спокойствие за будущее и, конечно же, доступность. Оформить полис ОМС просто и абсолютно бесплатно. Достигайте целей, реализуйте свои самые заветные мечты. Наслаждайтесь каждым моментом вместе с полисом ОМС от Капитал медицинское страхование. Вас ждут по адресу город Якутск, улица Курашова, дом 22. Ну а мы продолжаем. Дорогие наши друзья, а мы представляем вам вторую пару. Встречайте, Ирина Рассейкина и Афанасий Калачев. Ваши аплодисменты. Исполняли попурри на тему русский народный танец и самбо. Назывался у нас танец, как было? Танец души, да? Что-то такое. Танцуем сердцем. Танцуем сердцем. Было. Было волнительно, так как это было первый раз. Но я думаю, что мы для первого раза станцевали хорошо. Были, конечно, замечания, которые мы сейчас стараемся отрабатывать, да, чтобы в следующем уже выступить намного лучше. А какие замечания были? Моя улыбка, то есть мало улыбки и руку. Да, сказали руки, то есть легкости не хватает. Чуть-чуть грубовато. Но я потом пересмотрела видео и поняла, да. Я бы сказал, что выступили хорошо. Так, со стороны смотрится очень хорошо. Мне очень понравилось. Мне кажется, вообще была атмосфера замечательная. То есть ничего, как говорится, не напрягало, да, в округе. То есть зрители прекрасные, жюри. То есть, все было как бы очень хорошо. И танцевалось, наоборот, легко. То есть сначала, конечно, волнения были, но когда пошли первые уже как-то... Чувствовалось, да. Уже как бы, да? И мы все-таки друг друга поддерживаем. То есть когда выходим, все, давайте удачи, молодцы, там выходим, поэтому было легко. Конкурсанты тоже очень такие сильные, да? Очень готовые пришли. Танцы очень такие зажигательные. Сложилась очень дружеская атмосфера. Вот все 6 пар, все прекрасные, достойно выступили. Да, на первом этом. Конкуренция, конечно, все равно чувствуется. Да. То есть даже по замечаниям жюри, есть какие-то уже пары, которые танцуют хорошо. То есть практически замечаний не было. Бальная программа. Бальная программа. Ага. Там еще тоже также будут очень интересные эти... Тоже какая-то фишечка будет. Фишечка обязательно будет. Афанасий любит фишечки. Ну вы это уже поняли? Да. Быстрее. Ну-ка еще раз. Молодец, хорошо. Давай еще раз. Да, резко. Да, в ту сторону. О, молодец.
I touch your lips and all at once the sparks go flying. Those devil lips that know so well the art of lying. And though I see the danger, still the flame grows higher. I know I must surrender to your kiss of fire. I touch your lips and all at once the sparks go flying. Those devil lips that know so well the art of lying. And though I see the danger, still the flame grows higher. I know I must surrender to your kiss of fire. Just like a torch, you set the soul within me burning. I must go on along this road of no returning. And though it burns me and it turns me into ashes, my whole world crashes without your kiss of fire. Without your kiss of fire, I touch your lips and all at once the sparks go flying. Those devil lips that know so well the art of lying. And though I see the danger, still the flame grows higher. I know I must surrender to your kiss of fire. Just like a torch, you set the soul within me burning. I must go on along this road of no returning. And though it burns me and it turns me into ashes, my whole world crashes without your kiss of fire. I can't resist you. What good is there in trying? What good is there denying? You're all that I desire. Since first I kissed you, my heart was yours completely. If I'm a slave, then it's a slave I want to be. Don't pity me. Don't pity me. I touch your lips and all at once the sparks go flying. Those devil lips that know so well the art of lying. And though I see the danger, still the flame grows higher. I know I must surrender to your kiss of fire. Just like a torch, you set the soul within me burning. I must go on along this road of no returning. And though it burns me and it turns me into ashes, my whole world crashes without your kiss of fire. My whole world crashes without your kiss of fire. Какой танец! Мне так хотелось выйти и станцевать вместе с вами, но я еле выдержала. Ну что ж, дорогие друзья, давайте еще раз подарим аплодисменты нашей паре. Такой страстный танец танго. Ну а мы сейчас послушаем комментарии жюри. Начнем с вас, Аина. Прошу. Афанасий и Ирина, вы выбрали танго. Мне очень нравится ваша пара. У вас есть определенный свой стиль. Вы всегда его, свой образ продумываете вплоть до мелочей. Вы единственная пара, которая на сегодняшний день работает с предметами дополнительными и остается всегда в таком, в своем образе, именно в танцевальном. Мне это очень нравится в вашей паре. Мне немножечко не хватило именно поз в танго. Именно поз от танго не хватило здесь. И немножечко, Ирина, мне не хватает вашей раскрепощенности в танце. Мне не хватает вашего куража. Вот этого мне не хватает. Чуточку добавите это, будет просто вау. А так вы большие молодцы. Вы показываете собой, своим примером, своим участием на нашем телешоу, что в танце могут быть все, вне зависимости от профессии, вне зависимости от возраста, вне зависимости от ничего. Спасибо вам большое за это, что вы подаете такой классный пример нашим зрителям и телезрителям. Спасибо огромное Аине. А мы бы послушали, что расскажет Леонид. Прошу. Очень понравился танец. Опять наблюдаю я изобретательность такую, как и в прошлый раз, в прошлом номере. Изобретательно очень подошли к началу танца, к завязке, к самому процессу.
Я не буду говорить про технику, здесь члены жюри гораздо более профессиональные есть. Мне очень понравился настрой общий. Ирина сегодня у нас была такая фам-фаталь, роковая женщина. И мне кажется, эта роль ей абсолютно, этот образ ей абсолютно удался. Вот. Мне все понравилось. Я очень с удовольствием посмотрел этот номер. Спасибо. Здорово. Но мы послушаем, что же скажет нам Павел. Прошу. Да, я тоже хочу похвалить вас за вашу драматургию, вот за саму постановку танца. Мне немножечко вот не хватило каких-то вот резких поворотов головы, может быть, в движении танца у Ирины. Вот посмотрите, как Афанасий вот хорошо передает. Он успел как-то так и на зрителя посмотреть, и на вас посмотреть, как-то так вот резко головой сделать. Вот немножечко вот этого не хватило. Но чуть-чуть плечи поднимаются. Это, наверное, ну, от усталости, наверное, у вас. Да. Улыбайтесь, Ирина. Вот вы улыбнулись только когда уже танец закончился, когда уже сделали поклон. Мне вот не хватило, вот вас назвали фам-фаталь. Мне вот как раз вот этой вот улыбки, вот этой вот, знаете, вот... всепоглощающий такой, знаете, вот немножечко из-под лобья, может быть. Ну, какой-то такой вот образ женщины, которая танцует танго, вот, ну, чуточку в лице мне, может быть, не хватило. А так все замечательно, мне очень понравилось. Удачи вам. Здорово. Давайте послушаем, что же нам скажет Дмитрий. Постановка очень интересная на самом деле, да, и я на самом деле, вот здесь вот написано в танец танго. Танец танго, еще есть такое направление аргентинское танго, да? То есть я на самом деле немножко был в таком замешательстве. Какое это танго все-таки, аргентинское или больше бальное? Вот, но я склонюсь, что это больше, наверное, аргентинского такого больше движения было, потому что именно в аргентинском танго есть повороты под рукой, они расходятся, сходятся, да, там где-то ходят по площадке, да, то есть идет какая-то история, то, что у вас, в принципе, и произошло. Супер энергетика на самом деле. Опять же, как коллеги сказали, ну, не хватает вот этой вот от партнерши такой вот порыва такого. Да, вот начало очень мне понравилось. Я ожидал, что вот эта вот леди, которая сидела, она растает. И да, такая будет эмоциональная, потому что Афанасий несет такую энергетику. На той неделе я смотрел, ну вообще здорово. Вот, заряжайтесь от него вот этой вот энергетикой, это очень полезная практика, да? Подтягивайтесь к такой вот эмоциональному фону, да, ближе, и будет пара смотреться еще гармоничней. В любом танце, на самом деле. Повторю еще раз, номер очень хороший. Молодцы. Спасибо. Спасибо. Провожаем нашу пару Ирину и Афанасия к Максиму. Афанасий, Ирина, просто в ритме танго я сегодня поражен. Мне кажется, что жюри правильно говорит, но она не заметила улыбку Ирины в глазах, потому что Ирина прячет ее в глазах, а так как Афанасий, я говорил, так ярко улыбается, что рядом с ним можно поставить 10 улыбающихся людей, и мы подумаем, что только один улыбается. Сегодня Афанасий нас поразил. Я ожидал, он опять ворвется с русским народным танцем, как в прошлый раз, но он удивил нас. Действительно, такое дыхание Аргентины мы почувствовали. Ирина, как Афанасий вас научил, вы показали класс этот, вы не хотите вот танго как обязательный, может быть, элемент вводить в своих гостиницах как досуг, чтобы люди учились? Можно попробовать. Сами смогли бы обучать их, так Афанасий вас научил? Или пришлось бы сделать Афанасия своим компаньоном? Нет, скорее всего, компаньоном. Афанасий, сложно было научить танго Ирину? Да, очень. Здесь очень такой танец очень трудный. Постановка корпуса, да, он состоит из корпуса, из головы. Но у нас всегда вот голова, как-то нам очень тяжело было, да, с головой друг другу, когда мы смотрим, да, давай даже характер мы должны, да, вот огонь, да, допустим, вот
любовь и такого, да, огня. Но мы старались, как могли, сделали вот такие эти сюжетные. Я увидел огонь и в волосах Ирины, и в ее глазах. Давайте, Ирина, пообещаем нашим телезрителям, что в следующий раз вы нам подарите улыбку Моны Лизы. Обещаю. Отправляем Афанасия и Ирину дальше и увидим у них еще один танец на следующем эфире. Дорогие наши друзья, ну а мы приветствуем следующую пару под номером 3. Вероника Тамтосова, Вячеслав Ефимов. Встречаем! Мы танцевали постановку венского вальса. Вот. Ну, это такая авторская постановка, не совсем классическая, под якутского исполнителя Амана Акхарова. И, конечно, нам эта музыка очень нравится. Очень давно хотели под нее что-то сделать интересное. Такая возможность удалась, и вот появился такой номер. Вот. Ну, внешней частью всей атрибутикой занималась Вероника. Сейчас она про это расскажет. Ну, изначально картинка планировалась такая легкая прогулка по городу Якутску. На заднике у нас был замечательный видеоряд, который помогли создать наши видеографы. Потом, когда мы его уже увидели в конечном итоге, поняли, что это такое что-то похожее на кинематограф, ближе к какому-то фильму, и взяли проамериканский, наверное, шоу-образ. Такая блондинка из классических американских фильмов в таком же платье. Ну, «Ла Ла Ленд», наверное, не совсем, но где-то вот очень близко старались подойти. Получился вот сказочный образ, и, как сказали судьи, напоминает мелодраму. Ничего не забыли, уже хорошо. Нигде не переволновались, не наделали лишних вещей. Музыкально все попали. Может быть, какие-то шероховатости, неровности были, но я думаю, что это было не критично. О конкуренции мы, наверное, как таковой не задумывались. Мы все-таки немножко с другой целью участвуем в проекте. То есть цели там, мы хотим победить, у нас нет. Мы хотим поучаствовать, попробовать свои силы в разных направлениях. Нам это интересно именно как шоу-программы. Вот. Ну, все участники классные. Нам вообще, мы наконец-то всех увидели, потому что где-то на репетициях без костюмов это смотрится совсем по-другому. Познакомились, все очень позитивные, разные возрастные группы, что радует. Ну, мне все нравится. К нашим соперникам вообще без нареканий. То есть мы поддерживаем их, болеем за каждого из них. Они болеют за нас. Даже когда не сидят в студии, а находятся там за кулисами, на экране смотрят, тоже поддерживают за кулисами. Встречи конкурсантов тоже проходят в очень такой теплой атмосфере. Я считаю, что очень сильный дуэт — это Альберт Никитин с Айталиной. Вот. И я думаю, что у них есть очень высокие шансы. У нас бальная тематика — это наша основная стезя, поэтому, конечно, мы хотим подойти очень качественно к этому процессу. С трудностями мы столкнулись, соответственно, нужно создать узнаваемый достаточно образ для телезрителей, чтобы это было интересно смотреть. Просто бальную программу, не каждый человек, не сведущий с этой темой, поймет. Вот, то есть в основном сейчас у нас такая задача. Конечно, набор каких-то бальных платьев у нас имеется, выйти в латиноамериканской программе не так сложно, но вот сделать что-то необычное, потому что все от нас, собственно, и ждут латиноамериканскую программу. Хочется подойти к ней как-то более творчески, с другой стороны, чтобы удивить. Вот, посмотрим, удастся ли. Разрешите представить. Иерихон.
Такой замечательный танец. Ча-ча-ча чаще всего называют танцем флирта. Ну что ж, давайте еще раз поаплодируем нашим участникам. Вот такой вот замечательный зажигательный танец ча-ча-ча в исполнении третьей пары. А мы бы хотели послушать комментарии наших жюри. Давайте послушаем, что же скажет Павел. Ну, мне сложно что-то сказать. Мне понравилось. Я вижу, что у вас есть какой-то опыт, знания, как танцевать эти танцы. И просто хочу вас как бы так на будущее, что если у вас уже есть какая-то фора, значит, с вас будет и спрос больше, когда начнется другая программа. Поэтому я желаю вам только удачи. Все, спасибо. Спасибо, Павлу. Аина? В паре Вероники и Вячеслава, безусловно, чувствуется, что вы, Вячеслав, профессионал. У вас просто прекрасный шейп, прекрасное владение своей партнершей, равновесие, ритм. Это все вау. Сегодня мы исполнили ча-ча-ча. Танец назывался «Сердце героя». Я вначале не поняла, почему «Сердце героя», и только услышав музыку, посмотрев ваш видеоряд, поняла, что такого Тони Старка, филантропа, миллиардера, мы еще не видели. Вот. Прекрасный образ, прекрасное исполнение. Только единственное, я не поняла, почему Вероника была в таком костюме. Мне бы хотелось бы... Просто девушка Тони Старк, она же была более в женственных платьях по фильму, поэтому я немножечко недопоняла, видимо, образ. А так хотелось бы, конечно, прекрасную Веронику видеть в нарядах от латиноамериканских танцев, конечно же. Спасибо. Спасибо огромное. Леонид? Ну, я ожидал ча-ча-ча под что угодно, но когда я услышал AC/DC, это было, конечно, очень смелое решение. И несмотря на вот такую парадоксальность, да, казалось бы, как можно танцевать ча-ча-ча под AC/DC, тем не менее смотрелось все очень органично. И с видеорядом это, ну, гармонировало просто идеально, на мой взгляд. Прекрасный номер. Вот. Мне все прям понравилось. И костюмы, и движения, и видеоряд, и музыка, и соответствие танца этой музыки. Меня очень впечатлило. Спасибо. Спасибо за комментарий, Леонид. Ну а сейчас послушаем, что же скажет Дмитрий. Очень хороший номер на самом деле. Опять же, обтанцовывается вся площадка, заполненный, так скажем, объем площадки. Это тоже хорошо. На самом деле очень непростые шаги. Да, вы справились с этой задачей. Вот. Единственное, что мне бы не хватило, это темпа. То есть для ча-ча-ча, если брать бальную программу, то, соответственно, Вячеслав знает, что там достаточно веселый темп. Ну, раз такая мелодия выбрали, значит, значит так и должно быть. Но на самом деле мне не хватило вот этого вот драйва вот этого, да? А так очень хороший органичный номер, станцованная пара видно. И молодцы, поздравляю вас. Спасибо Дмитрию. Ну а мы провожаем нашу пару Веронику и Вячеслава к Максиму. Вероника, Он уже вас Вячеслав. ждет и заждался. Вот они, новые мстители. Оказывается, Тони Старк после победы над Таносом прилетел в Якутию и начал заниматься здесь танцами. Вячеслав, к вам только один вопрос. Почему? Почему вы сняли только пиджак и остановились на этом, Вячеслав? Я понимаю, мы в прямом эфире, но действительно костюм бы раскрылся лучше. Вопрос к Веронике. Ча-ча-ча. Я знаю, что вы адвокат. Насколько ча-ча-ча отражает отношения, такие же движения адвоката с законом, как мы увидели здесь сейчас? Неожиданный такой вопрос, конечно. На самом деле мы с законом как-то более мягко обращаемся, чем движение в ча-ча-ча. Пиджаки не срываем. Нет, а в суде тем более. Могут оштрафовать, вывести, еще приставов позвать, ну как-то не очень. Несмотря на то, что с вами Тони Старк, соответственно, вопрос к Вячеславу. Долго ли пришлось входить в образ? Пришлось ли пересмотреть все части и носить дома металлический доспех? Или Вероника на вас как-то по-другому повлияла? Нет, металлические доспехи, конечно, дома не ношу, но, в принципе, да, большой поклонник серии Marvel, поэтому, в принципе, все фильмы были знакомы наизусть, и когда составляли видеоряд,
в принципе, мы не задумывались даже, что искать, как искать. То есть уже было все известно. Хотела добавить, это им с монтажером было все известно. Я просто смотрела частями, так мимоходом составляя исковые заявления. Поэтому они с монтажером друг друга поняли. Он говорит, вот тот вот кадр. Я такая, что? Я ему скидываю скриншот, он говорит, зачем мне? Я так все прекрасно поняла. Я такая, да? Ну вы тогда общайтесь, я пошла. Насколько ча-ча-ча передает отношения в паре? Насколько многие помнят сразу танго, многие помнят там румбу, самбу. Вот мы увидели ча-ча-ча действительно в необычном таком исполнении. Советуете ли вы его всем новичкам, может быть, или всем, кто пробует парные танцы? Ну, у нас ча-ча-ча в танцевальном спорте, в спортивной программе. Это один из начальных танцев. Его изучают дети фактически с начальных занятий, потому что это позволяет детям работать с ритмом. Они изучают, как звучит музыка, как определять в ней ритм, как ее воспроизводить руками, ногами, хлопками, в общем, всем чем угодно. Поэтому это очень полезный танец для детей, для развития танцевальных навыков. Вот. Ну, соответственно, ча-ча-ча, да, мы тоже всем рекомендуем изучать, потому что это задействует определенную часть нейронов головного мозга, которые развиваются, которые не дают нам в старости потом болеть Альцгеймером и всем остальным. Вот. А сам характер танца ча-ча-ча — это, конечно же, флирт между мужчиной и женщиной. Это игра ритмом, игра на взаимодействие, на понимание друг друга. Да. Я думаю, что Вероника к следующему разу перебережет какое-то супер платье по совету жюри. Ну а сейчас мы ненадолго прервемся, а потом вернемся в мир танца. То есть это видеооператор телеканала Якутия-24. И нам необходимо все делать очень оперативно. Здравствуйте. Якутия-24. Светлана, у нас сегодня социальный выезд. Что будем снимать? Включаю. Вот Артем, привет. Привет. Вот, у него, как видите, подсветка здесь, да, то есть позволяет, ну, соответственно, делать два. Вот. В принципе, удобно тем, что надо снять себя. Sony ZV-1 вот с таким поворотным дисплеем. И в чем еще также ее плюс? Ну как Дон Кихот и Санчо Панчо. Я, короче, оруженосец. То есть сейчас Ферди берет. Здесь установлены роботы, да, здесь работают так называемые такие роботизированные видеокамеры, для работы с которыми такой, как... А это вот мы стоим. Так, чуть-чуть. Вот, можно помахать. Нет, что-то я заказывал. Наш интерес — это, конечно же, мы сегодня разговариваем про работу видеооператоров. Здесь видеооператор настоящий, да, вот познакомьтесь, Владимир. Владимир сейчас расскажет про вот эту вот видеокамеру, это студийная видеокамера. Фокус. А нашим телезрителям, конечно же, пожелать интересных, замечательных сюжетов, которые ежедневно телеканал Якутия-24 готовит для вас. Ну и в том числе смотрите программу «Испытано на себе» на телеканале Якутия-24. До новых встреч! Дорогие друзья, спонсором и партнером является Капитал медицинское страхование. Здоровье – это самый главный ресурс и основа полноценной и счастливой жизни. Полис ОМС – это бесплатная медицинская помощь по всей Российской Федерации. Спокойствие за будущее и, самое главное, доступность. Оформить полис ОМС просто и абсолютно бесплатно. Достигайте своих целей. Исполняйте все свои заветные мечты вместе с полисом ОМС «Медицинское страхование Капитал». Ну а вас ждут по адресу город Якутск, улица Курашова, дом 22. Дорогие друзья,
Парные танцы очень красивые, но бальные танцы – это отдельный вид спорта. Дорогие друзья, латиноамериканская программа включает в себя один из самых романтичных, красивых, грациозных танцев – это румба. Сейчас для вас исполнит этот красивый, этот волнительный романтический танец пара под номером 4 Рональд Амока и Розалия Волкова. Встречаем! Мы танцевали современную хореографию, это как стрит-дэнс направление. У нас образы были как bad guy, bad girl. Мы изображали пару, что у нас какие-то притирки в отношениях. Ну, сюжет на этом был построен. Я оттолкнулась от своего характера, потому что я не отталкивалась от характера Рональда, потому что я его не знала. Мы с ним только познакомились. Поэтому мне было проще перефразировать как бы тему на себя, чтобы хотя бы я точно просмотрелась на 100%, а там уже дальше, ну, я с ним, да, разобщаюсь, да, а там дальше я с ним разобщаюсь и уже пойму, ну, что примерно, на какие направления делать акцент. Ну, мне кажется, что мы с задачей справились более чем, но за счет того, что, ну, в первый раз это был первый эфир, немножко были переживания, все равно у Рональда, наверное, больше было переживаний, потому что он никогда не был на сцене в качестве танцора, и у меня были переживания за счет того, что я была с партнером тоже в первый раз на сцене, который не занимался танцами никогда, но я думаю, мы справились, мы как бы, ну, перебороли немножко себя. Да. Я думаю, последующие эфиры, они будут нам даваться намного легче, потому что, ну, главное перебороть свой страх изначально, и потом уже все пойдет, я думаю, хорошо. Это правда, что она сказала, потому что в прошлый раз я чуть-чуть переживал, потому что это был мой первый раз. А сейчас я верю, все будет нормально. Да. Мне нравится. Да? Нормально будет. Да. Вам понравилось? Да, конечно. Да. Я думала, что будет очень такой острый настрой у всех, что все будут прямо бороться, накал будет, да. Но я не почувствовала такого. Я почувствовала, наоборот, дружескую атмосферу. То есть все сразу начали общаться друг с другом, узнавать друг про друга, да. Очень теплая атмосфера. Все за друг друга переживают на самом деле, потому что там стоит телевизор, и все вот так вот смотрят и реально волнуются за другие пары. Когда выходят, вышли с эфира, допустим, другая пара, они говорят: молодец, супер, классно. То есть они поддерживают реально. Мне это нравится. Я считаю, очень сильная пара Айталина и Альберт, но я считаю их конкурентами, да, для нас. Я считаю Ирина и Афанасий. Да, да. Сильная пара. Да, сильная пара. А почему? Потому что мне это танец очень интересно, поэтому и... Интересная постановка, да. Хороший номер был, да? Да, 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 да. Вообще бальные направления – это очень сложные направления в танце, потому что там определенный есть счет, которого нужно придерживаться. И профессионалы всегда это видят и замечают, если счет идет неправильно. Вот за это я больше всего переживаю, потому что я сама не профессиональна в бальных танцах, ну, Рональд тем более. Но я стараюсь, и я думаю, все получится хорошо. Да. I've been trying to call. I've been on my own for long enough. Maybe you can show me how to love. Maybe I'm going through withdrawals. You don't even have to do too much. You can turn me on with just a touch, baby. I look around and since city's cold and empty.
out of time. Cause I can see the sun light up the sky. So I hit the road and overdrive, baby. Oh, the city's cold and empty. No one's around to judge me. I can see clearly when you're gone. And I said, ooh, I'm blinded by the lights. No, I can't sleep until I feel your touch. I said, I'm drowning in the night. Oh, when I'm like this, you're the one I trust. I'm just coming back to let you know. I should never say it on the phone. We'll never let you go this time. I said, I'm blinded by the lights. No, I can't sleep until I feel your touch. Красота, грация, романтика. Все это мы сейчас увидели в исполнении румбы. Ну а сейчас мы послушаем, что же скажет наше жюри. Прошу, Аина. Прекрасный, чувственный, нежный танец. Роза в исполнении просто потрясающая. Очень чувственная, очень нежная. Совершенно с другой стороны себя показала. Рональд, все равно, мне кажется, что ты немножко боишься Розалию. Ты не бойся ее, она тебя не обидит, не укусит, сильно не наругает. Роза, чуть-чуть поослабь свою вот эту вот хватку, дай ему немножечко, чтобы он выразился. Немножечко он до конца не раскрывается. С твоими такими прекрасными, длинными high legs можно делать все, что угодно. Пожалуйста, покажи мне что-нибудь такое, чтобы было вау. Это твой стиль, по идее, танца, мне кажется. Ты можешь, ты спокойно можешь. Раскрывайся, Рональд, не стесняйся. Не стесняйся. Спасибо. Такой вот замечательный комментарий от Аины. Давайте послушаем Павла. Мне очень понравилась хореография. Вот набор элементов, тут поддержка, различные позировки. Мне кажется, вот Рональду этот номер очень идет. Вот вообще сама румба ему, мне кажется, идет. Да, какой-то базы там, наверное, не хватает, немножко угловатость какая-то присутствует. Да, тоже, наверное, надо раскрываться, вам искать какой-то образ другой, чтобы Рональду раскрыться, чтобы ведущим был в танце Рональд, а не Розалия. Потому что я вижу, что Розалия тут раскрывается и как хореограф, и как танцовщица, а как-то Рональда... Ну, она сглаживает его и прячет, и его как бы не очень видно. Вот. И действительно, наверное, Рональд побаивается Розалию, вот, может быть. Но в любом случае, прогресс налицо, я это увидел, мне кажется, что у вас должно все получиться. 100%. Спасибо огромное Павлу. Давайте послушаем Леонида. Я все время сравниваю номера участников сегодня с теми танцами, которые они представляли нам на наш суд неделю назад. За неделю тоже очень ощутимый прогресс. Мы наконец увидели, что Рональд красиво улыбается. Вот со мной коллеги согласятся. Действительно, пока вот баланс в танце, ну, к сожалению, в сторону Розалии слегка перевешивает. Хотелось бы, конечно, да, чтобы Рональд все-таки вот как-то раскрылся больше. Но я думаю, таким темпом, вот как сейчас, через неделю там, или через две будет все еще лучше. Сегодняшний танец был очень хорошо поставлен, качественно, хореография была на высоте. Вот, все поддержки, все позы, все точки, которые ставились на площадке в том или ином месте, выглядели просто шикарно, на мой взгляд. Удачи, ребята. Спасибо вам. Спасибо огромное. Ну а сейчас давайте послушаем Дмитрия. Прошу. Ну, на мой взгляд, вам просто не хватило времени. Просто. Вот то, что сейчас коллеги мои сказали, это все вам, так скажем, для вашего развития. Ну, я сидел и пританцовывал. Наслаждался. Да, я наслаждался. Реально хороший номер.
Рональду от природы дало такое вот пластичное тело, его просто нужно было чуть-чуть побольше времени. Потому что бальные танцы — это реально непростой вид спорта, да, очень сложные координационные движения, да, руки, ноги, это должно быть связано все, да. Ну, номер шикарный, прям, я смотрел, и, конечно, опустим ритм, там, такты вот эти, да, опустим, счет раз мы там пропускаем, да, 4 удара, раз мы пропускаем, это все сложно с точки зрения техники, но я вот в этой паре увидел взаимодействие, да, вот взаимодействие было, просто его надо было, как вот коллеги сказали, еще больше раскрыть, да, и я восхищен на самом деле. Спасибо огромное. Дорогие друзья, давайте проводим нашу пару Максиму. Рональд, Розалия, идите ко мне. Я вас как назвал в прошлый раз? Группа Роро. Я смотрю, эта фраза ушла в народ. Я вижу, что у вас здесь отличная поддержка. Люди поднимают плакат «Роро, команда вперед». Скажите, вот этот танец, сначала вопрос у меня к Рональду. Вот этот танец, насколько ты как будущий врач, я знаю, что ты учишься на врача, правильно? Насколько этот танец ты рекомендуешь для общего оздоровления, может быть, для кардио? Танец много помогает в теле, очень важно. Гибкость преимущества, средства преимущества помогают в это средство. Тоже, да. Розалия тебе подсказывает, координация мышц, правильно, вы пара уже в танцах, и она правильно тебе подсказывает, не волнуйся, все студенты СФУ, все будущие врачи смотрят и говорят, какой ты молодец, сегодня у тебя новый образ, отдельно можно поаплодировать Рональду за это. В тот раз они были bad boy и bad girl, мы это помним, прекрасный образ удался. Сегодня они более нежные, сегодня у них такой танец. Розалия, я вижу, она тоже волнуется, но действительно я не могу не согласиться с членами жюри. Просто я когда видел, как ты танцуешь, у меня в голове играла другая песня, не ваша, а «Я готов целовать песок, по которому ты ходил». Мне кажется, Рональд отвлекался на твои ноги, и поэтому немножко забывал улыбаться иногда. Хотя мы прекрасно помним, какая у него очаровательная улыбка. Розалия, сложно ли было этот танец учить вместе с Рональдом после такого образа бэтбоя с прошлой передачи? Нет, вот у него есть на самом деле действительно потенциал к румбе. У него очень ходовые бедра. Но сейчас, вот я заметила, он на публике начинает теряться. Видимо, он не меня боится. Он боится публику на самом деле. Может быть, членов жюри? Может быть, да. Ну, я поняла, мне нужно помочь ему преодолеть вот этот страх перед публикой. Ну, я, наверное, тоже буду меньше на него давить все равно. Я иногда, бывает, злюсь моментами, да, когда он не понимает. Ему очень тяжело находить вот коннект, когда ты русскоязычная. Получается, у нас языковой барьер присутствует. Ну, у нас есть люди, которые нам помогают с этим, но, тем не менее, все равно менталитет-то разный, в этом сложность возникает. Сам танец ставить легко, а найти компромисс именно в общении тяжело. Вот сейчас, я думаю, многие телезрители задаются вопросом, то есть вы тренируетесь с переводчиком? Мы тренируемся с девушкой, она не профессиональный переводчик, но она знает английский, ну вот на уровне разговорного, поэтому она переводит. Плюс я вижу, между вами появляется язык танца. Мы не можем это не заметить. С каждой передачей Рональд расстегивает все больше пуговиц. Сегодня мы видим, что он расстегнул на одну пуговицу больше. Я боюсь, что будет на следующем эфире. Но ладно, это я боюсь. А девушки примкнули к экранам и говорят, да, конечно, отличные ноги у Розалии, но что там у Рональда, мы еще не знаем. Вопрос, Рональд, к тебе. Насколько румба для тебя сложнее, чем прошлый танец? Это был мой первый раз танцевать румби. И я горжусь Розе, потому что она много помогла мне в период для репетиции. Это был первый раз. Я думаю, что ребята продолжат нас шокировать и дальше разными интересными образами. Чего от них ожидать, я сам не знаю, но пожелаем удачи. Дорогие друзья, ну а к нам спешит уже следующая пара. Джайв.
зажигательный, веселый, яркий и в то же время очень быстрый танец латиноамериканской программы, который сейчас вам продемонстрирует следующая пара. Айталина Яковлева и Альберт Никитин. Встречаем! Первый этап у нас прошел очень хорошо. Нам все понравилось. Все, что запланировали, задумано, то, что было задумано, мы сделали. Свою задачу выполнили. Понравилась музыка. Мне показалось, это современно, клево. И хотелось попробовать что-то новое для себя. И чтобы Айталина растанцевалась. То, что он говорит. Атмосфера очень хорошая. Атмосфера хорошая, да. Я уже со всеми познакомился. Уже, с парнями, с мужиками. А я с девочками. Достаточно сильный, конечно, пара Вячеслав Геннадьевич. Он позапрошлом году тоже участвовал. В этом году у него тоже хорошая партнерша. Знаю, что они танцевали вместе уже, но как бы у них есть тандем. Мне кажется, там все крутые. И, еще есть Афанасий. Афанасий для меня черная лошадка. Но он для своего возраста он очень хорошо танцует, очень хорошо двигается, у него очень пластичные руки. И на прошлом этапе он меня приятно удивил. Бальная тематика, да. Для меня это самое сложное. Что самое сложное? Все. Самое сложное, потому что это то, что это не танец, а именно спортивно-бальный танец. Тут нужна хорошая координация, силы ног и точность. Мы выбрали джайв по желанию Айталины. Я перепутала, просто я подумала, что джайв — это что-то наподобие рок-н-ролла. Назад пути уже нету. Да. Не сдаемся, готовимся. А как оказалось, джайв — это просто вообще что-то невероятно сложное. Честно, я не думала, что будет так сложно. Я думала, что это намного легче, намного быстрее проходит. Репетируя по ночам, с утра, это, конечно, очень сильно после работы, даже репетируя по 3 тренировки в день, это, конечно, очень сильно. Настрой у нас хороший, по идее. Боевой? Боевой, да. На этой неделе пока не знаю, как получится. Пока на данный момент для меня бальный — это самое сложное. Хочется победы. Хочется вкусить опять, когда ты уже почувствовала вкус победы, вкус медалей, кубков, то всегда хочется стремиться только к победе. Да, когда в душе ты спортсмен. Еще раз бурные аплодисменты. Сколько у вас было поклонов? Да, я тут вышла раньше времени, немножко постояла, но я думаю, я не мешала, зрителям увидеть этот классный зажигательный танец. Ну и, конечно же, жюри оценили, как мы втроем здесь. Я постояла, они потанцевали. Итак, дорогие наши зрители, а мы сейчас узнаем, что же у нас скажет жюри, как они прокомментируют этот классный зажигательный танец, который я хотела станцевать с ними. Прошу вас, Аина. Джайв сам по себе самый темповой, самый динамичный танец в латиноамериканской программе. Вы с ним справились просто блестяще. Шикарный номер, шикарный танец, рисунок танца был, поддержки были, позы были. Айталина, я знаю, что вы очень волновались именно на этой неделе, именно по бальной программе, но вы совершенно зря переживали. Вы настолько классно подготовились, я вот смотрю, что у вас даже сделан профессиональный загар,
как у настоящих бальниц. Вообще, я считаю, что бальные танцы это один из самых красивых видов спорта. И всегда в основном в бальных танцах смотришь на партнершу, на красоту ее одежды, на платье, на наряды, на туфли, на загар, на прическу, на макияж и, соответственно, на красивого партнера. Сегодня у вас все просто шикарно. Я хочу вас похвалить, и я знаю, что вы... Вообще наш проект «Танцуй», он является таким особым комьюнити, танцевальным комьюнити, когда не только определенный сезон общается с одним сезоном, да? Ну, то есть не только участники друг с другом общаются, но и предыдущие сезоны общаются друг с другом. Я знаю, что, Айталина, вы ходили на мастер-класс к нашей Лесе Маливани, которая участвовала в прошлом сезоне на втором, является тоже профессионалом по бальным танцам, что очень круто, что вы еще обращались и к Юрию Алексееву, это тоже классно. И я вижу сегодня в зале, что вас пришли поддержать наши победители, победители прошлого второго сезона приз зрительских симпатий Аввакум и Валентина. Большой вам приветик! И в прошлый раз тоже среди зрителей я видела победителей Анастасию Никитину, жену Альберта, и Руслана Болгарова. Это очень радует, что вы, участники прошлых сезонов, нынешних сезонов, общаетесь. Я в восторге от этого. И я сама тоже сижу в группе, соответственно, прошлого сезона. И мы все очень мило общаемся, со всеми праздниками друг друга поздравляем и даже с днем рождения поздравляем. И я очень рада, что такой телепроект объединяет хореографов и не только нашей республики. Спасибо. Классный танец. Я просто в восторге. Спасибо большое за такой замечательный комментарий. А теперь давайте послушаем Леонида. Еще в прошлый раз пара достаточно высоко подняла планку, скажем так. В этот раз они ее перескочили с большим запасом, я бы так сказал. Очень красиво, очень технично. Вот яркая искра между партнерами, которая видна на протяжении всего танца, костюмы, движения, вот образ этот, ну, на мой взгляд, ну, просто придраться вообще не к чему. И плюс еще вот эта шикарная концовка, которая была здесь вот под конец, она меня совершенно очаровала. Спасибо, ребята, большое. Отлично. Спасибо Леониду. Теперь давайте послушаем, что расскажет нам Павел. Мне тоже очень понравилось. Я вообще впечатлен. Очень сложные координационные движения, движения по кругу, вращение, очень хорошая синхронность. Я сидел и смотрел. Вот поддержки мне не хватает, про себя вот так подумал, и тут же она случилась. Вот эта высокая поддержка, это сложная. И Айталина не испугалась, она ее... Ну, в глазах не видно чувства страха, а это дорогого стоит на самом деле, когда человек вот так не боится на высоте. Очень хорошая планка поставлена, и, естественно, ее надо будет держать, потому что если вы уже в каких-то последующих номерах выступите хуже, это уже как-то немножко расстроит, и поэтому хочется видеть вас лучше и лучше. А так, замечательный номер в быстром темпе, очень насыщенные элементы. Немножко небольшой рассинхрон я там заметил, но... В одном моменте. Да, один момент. Но опустим его за скобки. Это нисколько не испортило общего впечатления номера. Замечательно, зажигательно. Очень понравилось мне. И продолжайте в том же духе. Удачи вам, ребята. Спасибо Павлу. Ну а сейчас послушаем комментарии Дмитрия. Ну вот еще одна пара, которая, так скажем, у меня вызвала положительные эмоции. Опять же, я здесь, так скажем, пританцовывал опять. Мне хотелось это делать, потому что, ну, классно, молодежно, современно, легко. Вот, опустим там какие-то технические моменты, да, ну, если касается бальных танцев, то в конкурсной турнирной программе нету поддержек, да, по правилам. А вот, если этого не, ну, опускаем, то это суперский номер. Не знаю, зря волновались, так я слышал, что очень даже динамично.
кики такие, очень ну, слаженно все, очень хорошо, молодцы. Замечательно. Спасибо огромное нашим членам жюри за комментарии. И давайте еще подарим аплодисментов. И проводим нашу пару к Максиму. Катарина, Альберт, подходите сюда, сразу же миллион вопросов. Конечно, члены жюри правильно замечают. Невероятная поддержка, вы очень много заняли места. Я понимаю, почему Ольга под конец запуталась, потому что так и хотелось броситься с вами в танец. И она подумала, возможно, вы зовете всех в танец. И наши, я думаю, и все гости также хотели к вам сорваться. Вопрос к Айталине сначала первый, потому что она ослепительна. Даже несмотря на то, что Альберт прям взял себе вот эту всю красоту, на фоне Айталины, я думаю, даже магазин бриллиантов бы казался просто лавкой обуви. Вопрос к вам. Как фитнес-тренер, вы советуете джайв, может быть, для того, чтобы привести себя в форму к лету? Лето, весна приближается, может быть, джайв – это тот танец, который нам всем нужен? Да, безусловно, я рекомендую всем сходить на бальные танцы, начать танцевать. Я сама лично скинула за 2 недели 3 килограмма. Все идем на джайв. Да, очень хорошо разгоняет лимфатическую систему. Так что я рекомендую. Альберт, тогда вопрос к вам. Сложно, вы ветеран нашего проекта, практически амбассадор, можно сказать, проекта «Танцуй». Скоро программу будут называть «Альберт» или «Танцуйте с Альбертом». Вопрос к вам. Многие видели вас с первого сезона. Можем ли мы, значит, увидеть сейчас, что джайв для вас... Я видел, что у вас максимально было непроницаемое лицо. Айталина немного волновалась, и мы понимаем, она не хореограф, она участник, она прям волновалась, и это делало ее движения более такими страстными. Но у Альберта мастерство уже такого, я бы сказал, хирурга или скульптора. Как вы до этого дошли? Это вот изначально уходило волнение, или танцы выковали из вас уже Геракла этого жанра? Ну, изначально, конечно, да, когда в первом сезоне участвовал, мне было очень волнительно то, что вот не на сцене выступаешь, а перед камерами. Перед камерами совсем другое дело. Да, с каждым этапом, с каждым сезоном уже волнение потихоньку отходило, и сейчас чувствую себя как дома. Сложно было джайв с Айталиной разучивать, или она практически сразу ворвалась в этот жанр? Очень сложно. Джайв для меня тоже очень сложный. Мы каждый день по два раза занимались, встречались и утром, и вечером до ночи. Повторяли очень по много раз. Ну, по обложке не судят, да? Сегодня мы... Хорошо, я выдохнул. Мы так более-менее справились. Я тоже очень волновался за этот танец. Потому что у нас даже вопреки тому, что мы готовились по 2 раза в день, у нас очень плохо получалось до сегодняшнего дня. Ну, я думаю, эта подготовка была видна. Еще раз аплодисменты. Действительно, по 2 раза тренировались. И судьи, и я были в шоке от того, как Я профан, я не заметил никаких ошибок. По-моему, все было очень выверено. Мы будем ждать от вас новых танцев, нового удивления. Кружиться в ритме вальса. Есть такое замечательное выражение. Но сейчас мы увидим этот красивый, завораживающий вальс в исполнении пары по номерам 6 Алексей Баев и Анжелика Данилова. Встречаем, дорогие друзья! Танец у нас был в ритм такой рок-н-ролл, блюз, да? И тематика, о чем танец был, то, что образ Алексея был такой серьезный молодой человек, читающий, образованный, да, логичный. Образ Анжелики, наоборот, это бунтарка, взбалмошная, непослушная, да, как вот жизнь вторгается, да, допустим, в каждого человека, да, и привносит свои там расстановки, как должно быть. Вот. И вот этот танец, он как бы показывает, наверное, реально сейчас, да, то, что люди очень много материальному, такому серьезно относятся к жизни, а жизнь скоротечна, она очень быстрая, и нужно радоваться, да, то есть там солнышку, не знаю, там звездочкам, небу, ветру, ну вот природам каких-то. Вот, и образ, допустим, я, когда просматривала, мы передали, я считаю, мы передали этот образ.
эмоции, да, главное такое было, то, что волнение, когда мы самые первые, да. С одной стороны, это было очень хорошо, что не надо ждать, а с другой стороны, волнение, да, чувствовалось. Потому что открываем. Открытие, такое, ответственность какая-то возложена была. Эмоции были очень позитивные. Мне нравится вообще атмосфера внутри у нас, там в коллективе, как это все происходит. Вот. И с танцем я считаю, что мы очень хорошо справились. Была такая у нас там даже помарочка, но она, знаете, как вот... Незаметная. Незаметная, как будто так должно было быть. А мы и не скажем теперь, да? Вообще было волнительно, конечно, то, что забыть движение в первую очередь. Потому что сразу... Думал, наверное, что... О движениях больше, потому что, чтобы прокручивал у себя в голове весь танец, чтобы не подвести Анжелику. Поэтому чуть-чуть улыбку не держалась, да. Спору нет. Более... улыбка была? Да. Ну, из-за изюминки вот и появилась улыбка. Да. Такого духа соперничества нету. Есть просто, я, допустим, тоже там, вижу, да, сильные там какие-то уже пары. Роза и Амока, да? Угу. И Альберт с Айталиной. Да. Пока я вот так смотрю. Да, пока они, да, так. Вот, болею тоже за них, это искренне, да. И тоже смотришь, учишься мастерству тоже, да, то есть это же опыт, то есть я расширяю свой опыт профессиональный, да, то есть я еще могу, обогащаю себя, да. Я скажу вообще, у меня только любовь, принятие, не знаю, дружелюбие, там, помогаем друг другу, шнуруем друг другу, там, веревочки, у кого что есть, вот, помогаем. Все позитивные, открытые, поэтому нет негатива вообще. Вообще нет. Среди всех. Да. Шутки, мы там смеемся, я не знаю, удовольствие, одно удовольствие получаем. И поджигаем. 5, 6, 7 и 8. У нас тематика вальс, и для меня это первый опыт будет, так как я обучаю все же женщин, да, там плюс 45, у нас нету парных, да, то есть и в своей жизни я никогда не танцевала вальс. Это для меня, наверное, первый будет опыт, постановка. И плюс еще в прямом эфире, да, выступать вот с этим вальсом. Это, можно сказать, мечта моя сбылась. Вот. Сложности есть очень. Как бы ни казалось, что вальс простой, да, кажется, люди кружатся, что-то, да. Ритм, допустим, очень сложно в ритм, да, попасть и в счет. И плюс еще очень вот эти элементы, вроде бы их не очень много, но все равно, да, то есть они сменяются. Главное доверие. Доверие, да, вот, кстати, я вчера... Без доверия ни один танец не получится. Вчера буквально у меня вот вообще случилось, я не знаю, там на психотерапию можно не ходить, да, то есть Алексей мне предложил, да, тоже один элемент, на который я бы, наверное, раньше бы никогда не согласилась, да, а здесь вот учусь доверять тоже, да, доверилась, вот, и очень мне понравилось. Пришлось сперва наругать. Да. Наругать сперва пришлось, а потом уже сделали. И на руках он объяснял, как это будет, не бойся, да, ну, то есть у него такие были, как мужские качества проявлялись. Профкомовский всегда вальс танцуем, поэтому для меня, в принципе, танцевать вальс не... Знакомо. Да, знакомо, не слишком сложно. Да, а вот последний, конечно, вот элемент, который мы приготовили, да, волнение, то, что могу уронить все-таки, но, да, все-таки чуть-чуть вот в этом моменте есть волнение, но там есть своя хитрость, так что Анжелика не упадет. Не пожалели, что ввязались вот в эту авантюру? Была минута слабости, была, не скрою, но сейчас я понимаю, да, размышляю, думаю, а что, вот, жизнь и так такая, да, как бы скоротечная, и вот такую красоту, да, в свою жизнь внести, это замечательно. В первую очередь и опыт, да, у нас время опыт. Интересный. Да, очень интересный, вот.
Какая красивая пара. Мне кажется, все, кто у нас смотрели, все наши телезрители уже захотели тоже кружиться в вальсе. Спасибо огромное нашей паре. Давайте еще подарим аплодисментов. Ну, а я бы хотела услышать и передать слово, конечно же, нашим членам жюри. Давайте начнем с вас, Леонид. Прошу. Анжелика, Алексей, большое спасибо вам за вальс сегодня. Я вижу, как танцевальный уровень Алексея растет. Это очень радует. Мне очень понравилось взаимодействие ваше сегодня в танце на площадке, ваши улыбки, потому что вальс невозможно танцевать с серьезными лицами, с печальными. Вот. Я очень надеюсь от всей души, что в дальнейшем ваш прогресс будет еще более сильным, и вы еще удивите телезрителей чем-то, ну, прямо вот из ряда вон выходящим. Спасибо большое. Спасибо огромное Леониду. Давайте послушаем, что нам скажет Аина. Анжелика, Алексей, это было очень, как вам сказать, сегодня, если бы вам ставили баллы, наверное, у вас были бы низкие баллы. Но зато, честно, я врать не буду. Рамки у вас нет, руки очень грязные. Алексей, основной шаг, раз, два, три, надо делать, а не прыгать. Это чуть-чуть другой, это стандарт, король танца, вальс. Его надо делать правильно. Если вы чего-то не знаете, не стесняйтесь, Анжелика, кого-то позвать как на мастер-класс, на консультацию. Хорошо? Это было не очень хорошо. Спасибо за комментарии. Прошу вас. Павел. Ну, музыка была хорошая. Мне музыкальное сопровождение мне понравилось. Вот. Да, хорошо, что Алексей улыбался, но вот правильно вот Аина сказала, вальса не было. Алексей, вы сутулитесь, вы смотрите вниз. Возможно, вальс — это не тот танец, который вам надо было танцевать. Возможно, вам надо было взять что-то из бальной программы, но которое можно было бы как-то, ну, с драматургией, с какой-то вот историей, может быть, сделать. Вот, ну, я не знаю. Мы вот сегодня в начале программы, возможно, пасадобль был бы вашим танцем, вы бы раскрылись как-то эмоционально, потому что раскрываться вам надо как-то удивить, сделать что-то, что жюри, вы раскроетесь для жюри с другой стороны, понимаете? Надо принимать какие-то нестандартные решения, которые, возможно, сделают вас лучше и выгоднее покажут вас. Я желаю вам удачи, ну а пока... Спасибо большое, Павлу. Давайте послушаем комментарии Дмитрия. Да, ну, постановка очень легкая, вы улыбались, это уже хорошо, да, настроение было. Не хватило вот этой вот мягкости движения, да, вот этой плавности, вот статности. Движения очень коротенькие были, да, вот где-то что-то не успевали, да, вот темп на самом деле в венского вальса, это на самом деле венский вальс, да, в бальной программе два вальса. Медленный вальс и венский вальс, да, они танцуются на 3 удара, раз, два, три. Вот, здесь так ты чуть-чуть побыстрее, повеселее, да, соответственно, переносить вес надо быстрее, плавнее и динамичнее наступать на ножку, да. Вот, а так весело, номер с настроением был, вот, ну и работайте над плавностью в вальсах. Молодцы, спасибо. Спасибо большое нашим членам жюри за комментарии, за советы, которые они дали нашей замечательной паре. Ну а ваша задача теперь послушать Максима. Мы провожаем вас в ритме вальса. Пожалуйста, Максим, принимай. Алексей, проходите сюда. Я встану на защиту немного, скажу, что я бы хотел, чтобы у меня были такие учителя вальса. Я вспоминаю, как я на выпускном танцевал, и вот это был кошмар. Здесь мы увидели, мне кажется,
простой, интересный танец. Да, какие-то моменты жюри, конечно, видит лучше меня, но я не могу не отметить, во-первых, потрясающую поддержку зала. Дайте шума, я вижу, что у вас там 4 плаката. Алексей и Анжелика, вас очень много людей поддерживает. Вы очень красивые. У Анжелики такое решение слева, так же, как дублируется у Алексея слева его медали. Я чуть-чуть слышал, как они звенят, и это добавляло шарма танцу, как такие колокольчики. Может быть, у вас есть какое-то мнение, Алексей, сначала, что, может быть, чуть-чуть не получилось? Как ты думаешь? Почему вот жюри все-таки справедливо отметило какие-то шероховатости? Вообще вальс не получился. Так. Вообще не ожидал от себя такого, конечно. Ну, всякое бывает. Это жизнь в первую очередь. Поэтому ничего, в следующий раз постараюсь получше раскрыться. Самое главное для меня, да, вот, ну, так же, как и для Анжелики, это последний момент. Потому что я боялся в этот момент Анжелику уронить, а Анжелика боялась упасть. Поэтому тут главное то, что вот этот элемент получился. А остальное, ну, в принципе, это жизнь, всякое бывает. Поэтому... Анжелика, как ты думаешь, вот справедливо ли судьи отметили какие-то шероховатости в танце? Я согласна. Потому что мы даже когда репетировали, да, ну то есть у нас уже все пошло как-то вот трудновато нам было очень, да. Этот танец сдавался, и я вот прям полностью согласна с жюри, полностью. Ну а в конце, когда вот была, да, поддержка, тоже у меня был этот страх, напряжение, ну тоже говорила, если все упаду, то пусть я буду лежать, да. Но я очень благодарна, что он меня поднял. Я думаю, что зрители оценили то, как вы танцевали. И спасибо Алексею, во-первых, что он не уронил. И мы увидели полный элемент. Я думаю, что за Алексеем наблюдают его ученики, волнуются, может быть, коллеги. Скажи, как педагог, как учитель, как ты думаешь, вот этот танец, ну, чаще ли нужно в школе вводить? Вообще танец в школе как предмет, как дисциплина должен быть? Ну, есть в школе такой предмет, как ритмика. Это, получается, дети изучают ритмику, танцуют, выступают, как бы, поэтому, в принципе, это уже есть. Этого достаточно, как ты думаешь? Сегодня ты на проекте это, конечно, «Танцуй». Нет, это достаточно, потому что все равно на каждом мероприятии дети танцуют, развиваются, и с каждым разом все лучше и лучше. Поэтому, в принципе, достаточно. Растет следующая смена проекта «Танцуй» потихоньку. А там уже и ты будешь хореографом, и будешь учить их и говорить, когда-то я стоял здесь и волновался. Ребята большие молодцы. Я думаю, что сегодня они услышали немного критики. Это сделает их сильнее, лучше, и мы увидим восхитительный танец в следующий раз. Отдельные аплодисменты вам. А мы ненадолго прервемся, а затем вернемся в проект «Танцуй».
Let's go in the fucking building. Killer, Kid Cudi in the fucking building. Champion, everybody. This is the remix. Let's scream in the fucking building. Rasta in the fucking building. In the fucking building. Energy in the fucking building. Energy in the fucking building. In the fucking building. Rasta in the fucking building. In the fucking building. Energy in the fucking building. Ребята, это лаборатория танца. Когда-нибудь и я хотел бы научиться так танцевать. Вот и настала пора прощаться с нашими телезрителями и участниками проекта «Танцуй». До следующего воскресенья. Ну а мы уже встретимся снова с вами 16 февраля, как сказал Максим, уже в следующее воскресенье. Ну а наши же танцоры будут готовиться к следующему этапу. У них на это всего лишь 1 неделя. И мы хотим пожелать удачи всем нашим участникам. Ну что ж, а сейчас, дорогие друзья, дорогие телезрители, давайте мы снова поприветствуем все наши классные зажигательные пары, которые сегодня продемонстрировали вам искусство бального танца. Встречаем Дмитрий Шаталов и Люана, пара под номером 1. Пара под номером 2 Ирина Рассейкина и Афанасий Калачев. Пара под номером 3 Вероника Тамтосова, Вячеслав Ефимов. Пара под номером 4 Рональд Амока и Розалия Волкова. Пара под номером 5 Айдалина Яковлева и Альберт Никитин. И 6-я пара Алексей Баев и Анжелика Данилова. Давайте еще раз подарим аплодисменты всем нашим танцорам. Увидимся на следующем эфире от проекта «Танцуй». Танцуйте и любите жизнь. Танцуют все, и вы, наши дорогие телезрители.